Вникая в теорию и оттачивая навыки на практике. В военном учебном центре, открывшемся в 2022 году, сейчас учатся более 200 студентов по программам «Сержант запаса» и «Солдат запаса». Здесь они без отрыва от основной учебы изучают все – от военной тактики и медицины до азов огневой подготовки и защиты от радиационного, химического и биологического воздействия. Сначала я вообще 17 лет хотел сюда поступить. У меня в первом курсе в 17 лет пришел, но сказали, что сюда берут только с 17 лет, с 18. Из-за чего я уже будущий год, уже в 2024, уже на втором курсе уже сюда поступил. Тут преподаватели хорошие, у них есть хорошая квалификация, приобретаешь хорошие навыки. В первую очередь, это, конечно, теоретически, потому что мы тут обучаемся за партами, и практики иногда проходят. Чтобы стать участником программы, студентам необходимо пройти нормативы по физической подготовке, врачебную комиссию и профессиональный психологический отбор в военном комиссариате. Помимо этого, им необходимо показать хорошую успеваемость в учебе. Примерно уже год обучаюсь. Это более выгодно, потому что здесь, если так суммировать, обучаешься всего лишь 90 дней, а на срочной службе 1 год. Я вот кинул в голове и решил сюда пойти. Обучение проходит раз в неделю с 8 утра до 17 вечера и длится 1,5 года. Завершающим этапом является выезд на учебные сборы в войсковую часть на 30 дней для практической подготовки. Особенностью прохождения военной подготовки студентов в военном учебном центре является то, что после окончания успешного окончания обучения в военном учебном центре, а также завершения обучения в университете, когда ребята получают уже диплом о высшем образовании, им присваивается соответствующее воинское звание, выдается на руки военный билет, и они все зачисляются в запас без прохождения срочной военной службы. В этом году военную подготовку уже прошли первые студенты военного учебного центра в количестве 2 взводов, которые готовы встать на защиту своей родины. Осенний отбор продлится до декабря месяца. Тимур Колмогоров, Джулустан Иннокентьев, Якутск.